Instrumental core music. Здоров, неуважаемые. Я, циничный комяк, и я буду рассказывать о некоторых новостях со своей точки зрения. Итак, поехали. Вот так выглядит Октябрьский проспект, 170 в Сокте. По-видимому, мэр Козлов выполняет поручение Серожи Олень-Проспил-Гапликовой, делает все возможное, чтобы горожане почувствовали себя как в Европе, например, в Венеции. Ну а там, как пела недавно певица Елка. Ученые в говне печеные коми впервые высказались о ШИЭСе. Это просто праздник какой-то. Они создали рабочую группу и выехали на станцию, где взяли различные пробы. Татьяна Тихонова заявила о существовании еще 4 подобных полигонов в России, и по ее мнению главная проблема заключается в том, что люди перестали верить, что объект будет построен как на бумаге. У нас же всегда всему верили, и причины не доверять государству никогда не было. Молодой человек, мы русские, не обманываем друг друга. В конце мая в Ухте появился цыганский табор и поселился под мостом. Так они что, цыгане, что ли? Ненавижу, блядь, цыган. По проверке органами, нелегалов среди них не оказалось, как и граждан, подозреваемых в преступлениях. Полицейские Коми не усмотрели нарушения законов проживания иностранцев под мостом в ухтинском поселке Озерный. Так, правоохранители проверили около полусотни иностранных граждан, поселившихся здесь в палатках, но нарушителей закона среди них так и не было выявлено. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми. Напомним, ранее ухтинцы не раз обращались в различные инстанции с требованием навести порядок в городе. Иностранные граждане, что обосновались в палатках под мостом в Озерном, активно наведывались в сам город и занимались попрошайничеством. Всего было проверено 47 человек. У всех иностранцев взяли отпечатки пальцев. Никто из них не является правонарушителем или подозреваемым в совершении какого-либо преступления. На территорию России все они прибыли законно и могут находиться в нашей стране, в том числе под Ухтой в течение 90 суток. Видимо, на это утверждение ушли полностью деньги от наркоторговли, потому что цыгане уже начали грабить ухтинские кладбища. Поэтому вероятность того, что Ухта может стать новой Чемодановкой, реально высока. Напомню, недавно в Пензенской области разразился конфликт между цыганами и местными жителями, с жертвами и поджогами. А если понравилось видео, то не забудь подписаться на этот канал. Пока, неуважаемые.